Уйгурский научно-исследовательский институт, базирующийся в Анкаре, провел расширенный консультативный совет. Во время собрания, на котором присутствовали представители неправительственных организаций из различных городов, академики и специалисты, были рассмотрены вопросы, связанные с будущим Восточного Туркестана и перспектив, стоящих перед неправительственными организациями. Во время собрания Палаты представителей США Тед Йоха из Американского конгресса подробно рассказал о нынешнем положении Восточного Туркестана. Выступая с речью, Йоха сказал, что Восточный Туркестан является одной из основных территорий, на которой живут уйгуры, казахи, киргизы и другие мусульмане. Подчеркнув, что с момента прихода к власти Коммунистическая партия Китая контролирует уйгурский регион, Йоха осветил вопрос лагерей перевоспитания, которые китайские власти называют учебными центрами. Конгрессмен осудил Китай в связи с тем, что в данных учреждениях узники подвергаются пыткам, издевательствам и изъятию органов, которые Китай продает под этикеткой «халяль». В конце выступления Йоха осудил американские компании, имеющие долю в китайских предприятиях, эксплуатирующих народ Восточного Туркестана. В связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом нового типа, большинство стран усилили меры по борьбе с пандемией. За последние сутки количество случаев и летальных исходов выросло во многих странах мира. Больше всего от эпидемии пострадали европейцы. Жертвами вируса в Китае стали 3193 человека. Количество зарегистрированных случаев выросло до 80 824. Состояние 3610 инфицированных стабильно тяжелое. Число погибших в Италии, которая пострадала больше всех после Китая, увеличилось на 175 и достигло 441. Количество зафиксированных случаев составило 21 157. Жертвами вируса в Испании стали 191 человек, а число случаев увеличилось до 5945. Были отменены регулярные авиарейсы и сообщения наземного транспорта между Азербайджаном и Турцией. В Киргизстане, где не было выявлено инфицированных COVID-19, объявили о школьных каникулах, которые продлятся 3 недели. Министр обороны Азербайджана генерал Закир Гасанов сообщил о том, что Азербайджан продолжит закупать у Турции современную военную технику. Согласно письменному заявлению Министерства обороны, генерал-майор Закир Гасанов провел видеоконференцию с участием представителей министерства, командиров вооруженных сил и командиров отрядов, дислоцированных на линии армяно-азербайджанского фронта. Подчеркнув важность использования самых современных методов управления, Гасанов сделал следующее заявление. «Мы продолжим изучать боевой опыт вооруженных сил Турции и включим его в план подготовки нашей армии, а также поделимся опытом в рамках двустороннего военного сотрудничества и закупим у нашего соседа современное оружие, военную технику и оборудование». В своем послании мировым лидерам президент Ирана Хасан Рухани заявил, что для борьбы с эпидемией коронавируса необходимо укрепление регионального и глобального сотрудничества. Указав на масштабы и опасность эпидемии, Рухани заявил, что ни одна страна не сможет справиться с вирусом в одиночку. Напомнив, что в рамках санкций США предприняли 100 шагов и добавили в черный список около 1200 иранцев и иранских организаций, Рухани попросил лидеров не соблюдать условия США и призвал выполнять протоколы, касающиеся здравоохранения. Рухани сообщил, что санкции нанесли ущерб иранской экономике на сумму $200 миллиардов и заявил, что это противоречит международному праву и гуманитарным принципам.